Добрый день, доброе утро. Хайырлы ирта исәнмесез. Хөрмәтле кунаклар, уважаемые гости, педагоги, участники. Ну, можно сказать, что да, сегодня 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И несмотря на то, что еще занятия не начались, но я думаю, что мы сегодня вот сейчас собрались, можно сказать, что форум «Навруз» считаю открытым. Да, ну я не буду долго какие-то вступительные слова говорить. У всех есть вот эти сумочки, там есть приветственные слова, и министру культуры, и мои приветственные слова. Кто читает, тот прочитает. Поэтому я хочу... Не все педагоги сейчас здесь сидят, некоторые в зале, но вот те, кто сегодня сидит на сцене, я хочу познакомить вас. Ольга Сергеевна Неволина, декан факультета сценографии и театральной технологии школы-студии МХАТ, художник-технолог сцены, конструктор. Доброе утро. Олег Семенович Лаевский. Можно тут такой большой у вас список? Олег Семенович, можно я не буду зачитывать? Тут очень много всего. Спасибо. Главный лауреат Международной театральной премии имени Станиславского. Александр Анатольевич Огарев, заслуженный артист России, художественный руководитель Астраханского театра драмы. Дунай Амандыкович Еспаев, руководитель Карагандинского государственного русского драматического театра имени Станиславского, артист, режиссер, педагог. Ильфир Ильшатович Якупов, директор Татарского государственного академического театра имени Глеса Каракамала, исполнительный директор Международного театрального фестиваля тюркских народов «Навруз». Вот, я всех, по-моему... Художественный руководитель Татарского академического театра и фестиваля «Навруз». Вот, да, педагоги еще в зале сидят, вы с ними все встретитесь на занятиях, на лекциях. Вот, ну я даже не знаю, вот тут у меня вторым, Ольга Сергеевна, вы, если вам не сложно, да, я бы вам предоставил слово для приветствия. Спасибо. Я всех поздравляю с началом замечательного события, форума в прекрасном городе, и расскажу о программе самой молодой секции форума, которая называется «Работа художественно-постановочной части театра». Первый раз эта секция была проведена в пандемийный год, в 2020 году. В рамках этого форума мы проводим второй раз эту секцию. Мне кажется, она очень востребована и интересна, потому что область театральных технологий очень широкая. И в этот раз мы подготовили интересную программу. Иван Александрович Малахов, начальник бутафорского цеха Большого театра, расскажет о современных технологиях бутафории, поделится наработками на примерах спектаклей Большого театра. Также мы затронем вопросы современных технологий в сценических костюмах, рассмотрим методы работы над копродукцией, то есть разработках спектаклей для нескольких площадок одновременно. Будут затронуты вопросы охраны труда и техники безопасности. С такой лекцией выступит Сергей Александрович Тимонин, заведующий художественно-постановочной частью новой сцены Большого театра. Поговорим о трансформациях в сценическом оформлении. И много-много разных еще замечательных лекций и мастер-классов будет проведено. И 11 июня, как кульминация, это будет защита дипломных проектов, программы профессиональной переподготовки, технология художественного оформления спектакля. Я расскажу об этой программе, потому что идея ее создания родилась именно здесь, во многом благодаря инициативе и энергии Ильфира Ильшатовича Якупова. Для сотрудников региональных театров школа-студия МХАТ разработала программу дистанционную в течение 2 лет. Специалисты разных городов, это и Рыбинск, Стерлитамак, Набережные Челны, Клайпеда и другие города, занимались 3 раза в неделю с педагогами школы-студии МХАТ
И результаты, на мой взгляд, получились впечатляющими. Дважды у нас была очная практика в Москве, и вот сейчас слушатели приехали на практику в Казань. За 2 дня мы посмотрели многие театры Казани, остались прекрасные впечатления, замечательный театральный город. И 11 числа мы всех приглашаем на защиту для того, чтобы увидеть, как можно с нуля приобрести очень важные навыки и проектирование, моделирование. Уже за первый семестр обучения все слушатели смогли сделать полноценные паспорта своих сценических площадок. Многие из вас знают, что это всегда очень больной вопрос, всегда не хватает времени, навыков. Еще 2 семестра были посвящены проектированию, моделированию, и 4-й семестр посвящен таким организационным и управленческим навыкам. Думаю, что, побывав на защите, многие из вас могут заинтересоваться. Особенно приглашаю руководителей театров, потому что грамотные, подготовленные сотрудники – это всегда очень важно, и этим вопросом нужно заниматься. Могу сказать, что в этом году мы будем уже 2-й набор осуществлять, и уже сейчас очень много заявок. Вот, и очень рада, что мы вот с театром Камала, с Ильфиром Ильшатовичем, с Ильназом в плотном контакте. И мне кажется, та инициатива, с которой мы выступили 2 года назад, уже сейчас принесла очень хорошие результаты. Поэтому всех приглашаю и на лекции, и на мероприятия, секции, и на защиту. Спасибо. Да, Олег Семенов. Прежде всего я хочу поздравить Татарстан с гран-при на фестивале малых городов. Получил театр из Альметьевска за замечательный спектакль, который поставил Камиль Тукаев. Победа на фестивале малых городов – это означает поездка в Москву, в Театр наций. И это будет 4-й раз, когда театр из Альметьевска выезжает в Москву в Театр наций. Это действительно большая победа. Фестиваль был очень сильный, очень много театров из России были представлены на этом фестивале, 18 спектаклей, и оказаться лучшим – это серьезная победа. Я поздравляю Татарстан и Альметьевск. В отличие от 2 очень важных направлений в театральной деятельности, это, во-первых, творческое, то, что касается актеров и режиссеров, и 2-я техническая, все, что касается и административного звена, и постановочной части, и бутафоры, всего. То, что буду делать я, занимает очень маленькое место. Потому что завлит – это какая-то эфемерная профессия, и с чем он занимается в театре, непонятно. А раньше, в советское время, их вообще называли завлитер, потому что он бегал за водкой. Но сегодня действительно время меняется, и внетеатральные проекты становятся очень большой, серьезной составляющей нашей деятельности. Это и фестивали, и различные спектакли в разных сайт-специфик, или променады, и другие формы, спецпроекты, связанные с детьми, и так далее, и так далее. То есть это целое огромное поле деятельности, которое сегодня как раз увеличивается, и театр не может сидеть только в своих стенах, а должен заниматься еще очень многим и многим. И в этом отношении форум – это такая же внетеатральная деятельность, это же не спектакль, не репетиция, это образовательный форум, который делает театр. Раньше это было немыслимо, теперь театр заботится о своем будущем, об обучении, о многих-многих вопросах, которые не решаются без театра как такового. Поэтому он зовет специалистов, и мы пытаемся чему-то вас бессмысленно научить. Поэтому мне-то кажется, что форум даже важнее, чем фестиваль, потому что фестиваль – это все-таки смотр, это показ готовой продукции, а форум – это образование, это обучение, и то, что вы здесь почерпнете, узнаете, вам пригодится в жизни, это ваш рост, а значит и рост ваших театров и тех творческих коллективов, в которых вы работаете. Поэтому я думаю, что это одно из самых замечательных явлений, форум. В России, в общем, подобного на сегодня нет.
пытался Новосибирск сделать Новосибирский форум, но как-то это не сложилось. Он всего там один раз прошел. А у вас уже это такая традиция, которая становится уже таким серьезным занятием, и вы уже очень многому научились, и, надеюсь, научитесь еще больше. Спасибо. Мне кажется, очень важно, хорошо, что в наши неопределенные, сложные, непредсказуемые, не дай бог, может быть, даже и крайние времена, существует возможность встретиться и как-то обменяться не только творческими какими-то своими подходами, но и просто взглянуть в глаза друг другу, чтобы убедиться, что театр жив, что мы продолжаем работать, что впереди все будет хорошо, потому что в зале очень много молодых лиц, и кажется, что действительно театр все время подпитывается какими-то новыми ручейками. Спасибо Эльфиру и Фариду, что у них есть такая неиссякаемая энергия собирать этот форум. Меня пригласили, чтобы я проведу 2 беседы, потом меня сменит мой товарищ Игорь Яцко на тему театра, которым мы с ним занимаемся большую часть жизни. Называется методикой «Игровой театр». Берет начало в школе драматического искусства, которую создал Анатолий Васильев. И мы поделимся нашим опытом по поводу этой методики. Спасибо. Да. Исянмусис. Добрый день. Я очень рад, что я уже 7-й раз являюсь участником этого замечательного форума. Вы знаете, это вот для меня фестиваль «Форум Наурыз» — это вот такая вот твердая, крепкая рука товарища, который ведет по жизни в смысле, как развиваться дальше. Вы все знаете, если человек творчески остановился, значит, его уже нет. Этот фестиваль «Форум» нам дает такой импульс, чтобы не останавливаться, искать. Замечательные педагоги, замечательная организация. Желаю всем нам плодотворной работы. Спасибо. Удачи. Хайрлы күн. Здравствуйте, добрый день. Большое спасибо, что смогли приехать. И хочу сказать, что новизной этого форума является, что мы решили провести его в гибридном формате. 2020 год, онлайн-форум, мы не забыли и решили воспользоваться этим моментом, так как зарегистрировались и на онлайн. И из ТВ есть участники, и из Якутии. Понимаем, что расстояния далекие, но есть же интернет, почему бы его не использовать. И также, чтобы они были с нами вместе. Поэтому нас еще и слышат в других регионах нашей России. Поэтому большое спасибо, во-первых, педагогам, которые приехали, согласились, потому что нам пришлось в марте, наверное, переформатировать опять список наших педагогов. Спасибо, что никто не отказался, приняли это участники. Также хочу сказать, что этот форум как бы присоединился к этому нашему форуму «Наурuz» и летняя школа Ассоциации национальных театров России, который был буквально в прошлом году создан. Ассоциация национальных театров России, руководитель которого, председатель этой ассоциации Владимир Владимирович Фокин. Потом еще хочу сказать, что в конце форума вам дадут документ, он государственный образца, на повышение квалификации. То есть это тоже один из факторов, и каждый артисты,
Я думаю, в каждом театре, в каждом регионе, в каждом в других странах тоже проходят аттестации. И это тоже очень важный документ. И его нам предоставит ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры. Вот. И также организационные моменты хочу сказать, что у нас создан телеграм-канал. Многие, я видел, подключились. Кто не подключился, прошу подключиться. И какие-то вопросы, если у вас будут, обращаться, пишите туда. Также у вас есть у каждой секции кураторы и плюс еще модераторы, которые работают непосредственно с онлайн-участниками в каждой секции. Прошу к ним обращаться по любым вопросам. Они вам помогут организоваться. Сразу отвечу, с секции на секцию переходить нельзя. Только зарегистрировались в одной секции и нужно доучиться. Я думаю, еще фестиваль-форум наш для вас тоже сделал большой подарок. И для Казани, и для Татарстана, думаю, приезд гастролей Вахтанговского театра. Это вот некоторые уже многие посмотрели спектакль «Война и мир». И Евгений Онегин вчера и сегодня будет. И сегодня специально для участников мы дадим места в этом зрительном зале, чтобы вы смогли посмотреть спектакль. Да, с бейджиком все вам расскажут ваши кураторы, как, куда проходить и где, что, какие вещи брать перед началом занятия. Это все они объявят. Вот, ну что. Да. Алайса хайрли сагатта, в добрый час, в добрый путь. Я думаю, все, мы можем начинать расходиться по секциям. Всем спасибо большое. Всем спасибо большое. Автобусы, потому что у нас секции в разных местах, автобусы сейчас вас будут ждать, кураторы вас сопроводят, в каких секциях, что, куда. КФО это через дорогу, но кураторы должны все их сопроводить.